Глава Коми Владимир Уйба выступил с обращением к жителям республики. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня состоялось заседание республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Мы обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, вопросы вакцинации, ну и также другие мероприятия, меры, направленные на борьбу с ковидом. На заседании принято очень важное решение, оно связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных столетнему юбилею республики. Напомню, что действующий указ главы республики о введении повышенной готовности запрещает проведение массовых праздничных мероприятий. У нас в программе столетнего юбилея действительно очень много именно таких массовых мероприятий, связанных с шествиями, гуляниями, массовыми большими концертами, салютами и так далее. Поэтому принято решение единогласно оперативным штабом перенести эти мероприятия на 2022 год. Все остальное, что у нас по плану запланировано, мы будем, конечно же, проводить в праздничные дни, при этом, конечно, с соблюдением самых строгих требований санэпиднадзора. По эпидобстановке. В Республике Коми за сутки выявлено вновь 278 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 123 человека. Среди наиболее заболевших в городах это в Сыктывкаре 105 случаев и в Ухте 50 случаев. Развернуто коек у нас цифра не изменилась, 2778, занято 2294. И на сегодняшний день пока мы не считаем необходимым разворачивать дополнительные койки. По вакцинации. Первый компонент вакцины получило 204 743 человека, полностью вакцинировано 152 450 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день 28 тысяч. Этого запаса вакцин нам хватит примерно на 8 дней. И сегодня мы снова обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации с тем, чтобы дополнительно нам была послана вакцина, потому что по нескольким населенным пунктам мы вынуждены были сейчас прекратить вакцинацию, поскольку просто уже недостаточно вакцины, и в этом случае нам, конечно, нужна помощь федерального центра. Еще одна очень важная для республики тема. Стартовало голосование за присвоение Воркуте звания «Город трудовой доблести». Это почетное звание Российской Федерации установлено в марте прошлого года для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. В годы войны заполярный город обеспечивал углем блокадный Ленинград, поставлял сырье для оборонной промышленности и экономики страны. Воркутинцы, конечно же, на пределе своих сил выдавали на гора уголь, очень важный в стране, и это, конечно, звание, это просто признание самоотверженности и героизма горожан, их вклад в великую победу. И Воркута, безусловно, и Воркута, и воркутинцы, и вся республика, безусловно, достойны того, чтобы это звание города Воркуте было присвоено. Предлагаю поддержать инициативу воркутинцев. Это уже сделали почти 3000 человек. Сделать это можно на сайте vorkuta-gtd.er.ru. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация, которую я хотел вам донести. Берегите друг друга, соблюдайте масочный режим. Там, где есть вакцина, обязательно прививайтесь. Постараемся в ближайшее время вакцины еще получили, чтобы не было никому отказа. До свидания, до следующей встречи.